Снова доброе утро, дорогие телезрители. Просыпайтесь вместе с нами. А сегодняшний наш гость уже много лет доказывает то, что спорт и искусство ходят постоянно рядышком. И между ними такие замечательные творческие нити. Сегодня у нас в студии Илья Авербух, о котором мы вам говорили сегодня на протяжении всего эфира. Расскажет нам о своем потрясающем шоу, которое называется «Кармен». Илья, доброе утро. Доброе утро. Илья, очень ждали мы вас в гости. Очень приятно, что вы нашли возможность прийти к нам сюда в прямой эфир. Ну, начнем с самого главного вопроса. Какими судьбами Илья Авербух оказался в Минске утренним рейсом прямо к нам в студию, сюда, в программу? Ну, в общем, вы уже начали про спектакль «Кармен». Я как раз подчеркиваю, что это спектакль. Это кардинально другое восприятие льда, нежели в ледовом шоу. И мне очень важно рассказать уже так рано. Еще начинается только лето, а спектакли будут в декабре. Еще полгода. Еще полгода впереди. Я думаю, мы еще не раз будем приезжать в качестве анонсов, потому что мне очень хочется, чтобы в Минск действительно не пропустил этот приезд. «Кармен» для меня это, наверное, определенная, наверное, на данный момент высшая ступень из того, что нам удалось сделать. Спектакль начал свою жизнь в прошлом году в Сочи, в курортном Сочи. И многие относились с таким скепсисом, сможем ли мы на протяжении каждого дня, на протяжении 4 месяцев, каждый день работая, вообще собирать полные залы. И вы знаете, никто не мог предвосхитить этого, но это свершилось, и спектакль начал свою жизнь. Видимо, такое сарафанное радио сработало. И более 200 тысяч человек в итоге посмотрели в Сочи наш спектакль. Потом были очень яркие гастроли в Москве, 15 спектаклей в Москве, аншлаги. И мы вот буквально несколько дней назад получили именно как спектакль премию, очень важную премию Олега Янковского «Театральное открытие». И это тоже для нас очень важно и почетно, поскольку мне очень, вот вы очень хорошо сказали про нити, которые живут в фигурном катании. Мы так часто говорим спорт или искусство. Мне очень хотелось уйти от понятия шоу к понятию спектакля, потому что есть многие, которые, любят фигурное катание, но не до конца. В нашем спектакле есть очень много жанров. Это такой ледовый мюзикл. Во-первых, будет живое исполнение вокалистами партий. С музыкой Бизе будет соседствовать музыка российского композитора Романа Игнатьева, которая очень органично переплелась с этим. Различные жанры. Цирковое искусство на льду, воздушная акробатика, много массовых номеров, причем массовых номеров, в которых принимают участие также звезды. А у нас, конечно, состав звездный. «Кармен» играет у нас ваша землячка Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка. Роман Костомаров, олимпийский чемпион. Также олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Также олимпийские чемпионы Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Чемпионы мира и Европы Мария Петрова, Алексей Тихонов. Призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязку, Повелос Ванагас. Чемпионы мира Альбена Денкова, Максим Ставицкий. Чемпионы мира по ледовой акробатике Владимир Беседин, Алексей Полищук. Это настоящее созвездие чемпионов, но здесь они все одно единое целое. Они все подчинены нашему спектаклю. И, конечно, «Кармен» – история, которая рассказана миллионы раз и будет рассказываться миллионы раз. Но все-таки я претендую на то, что наш рассказ особенный, поскольку мне хотелось создать не только историю Кармена, этого любовного треугольника, а именно мира, который окружает ее, который вдохновляет ее на то, чем трагически закончилась история, но мы нашли светлый финал. Даже так. Илья, расскажите секрет, как вам удалось в одном спектакле на такое долгое время, ведь спектакль ушел прошлый год, в этом году, собрать вместе всех звезд российского фигурного катания? Вы знаете, это большая моя команда, и я думаю, что поклонники и телепроекта «Ледниковый период» уже хорошо знают каждого из нас. Мы
по-хорошему стали такими добрыми друзьями. Мне кажется, это семья уже, на протяжении Да, стольких лет. ну, в данной ситуации добрые друзья с нашими телезрителями. И я знаю, что в Беларуси очень много смотрели «Ледниковый период». Мы не раз приезжали сюда на гастроли с нашими именно шоу-программами. Я был Это один раз, разовые могу сказать, истории. что получил И хочу сказать, что, удовольствие. конечно, Минск, мы выступали также в Гомеле, принимает всегда нас на ура. Но вот я еще раз хочу подчеркнуть. Во-первых, это не один, это 6 спектаклей, которые мы привезем в декабре. Это ну, нежели совсем другой подход. Это очень красивые декорации. Да, вот я хотел спросить, вот мы видим И заделать костюмы экран, мы видим такие декорации, это вот все эти декорации будут привезены в Все Минск? эти декорации, все это будет привезено на Минск-арену. Они закроют буквально половину дворца по длинной стороне. Это действительно очень важно. Я имею в виду, что по длинной стороне. Коробка – это 60 в длину и 30 ледовая коробка, и 30 в ширину. Вот на все 60 метров будет раскинута декорация. И, конечно, ни винтика не будет не довезено до Минска. И еще раз подчеркну, что мы с ребятами делаем одно большое дело. Ну, конечно, в Сочи они там уже живут вместе со своими мамами, папами, нянечками, детьми, естественно, все привозят, потому что Каждый день это очень спектакль. долгая гастроль. Но для нас очень важный. Практически Минск это первый город, когда мы выезжаем за пределы России. Да? И очень волнительно, очень долго мы готовились уже к этим гастролям. Именно поэтому сегодня, 2 июня, я здесь, хотя мероприятие пройдет только 16 декабря. Ой, как нам приятно. Скажите, пожалуйста, Илья, а вот проект вообще сам по себе как долго по времени готовился? То есть нужно же продумать каждую деталь, элемент. Вот как вы это Когда в всё- голову пришла идея и как Вы знаете, ну, если говорить о музыке Кармен, к теме Кармен на льду обращаются очень часто. Многие. Да, вот если взять, это самая олимпийская программа. С Кармен выигрывала еще легендарная Бестемьянова Букин. С Кармен выиграла и Татьяна Навка, и Роман Костомаров в Турине. С программой Кармен мы помним легендарную Катарину Вит. Ну, я даже сейчас кого-то и не Всех не перечислю. перечислите. Практически все, так или иначе, фигурно, потому что это очень фигурная музыка. Очень мощная. Очень эротическая мощная, да, абсолютно правильно. Моя задача была все-таки при этом рассказать историю по-своему. В этом была самая главная сложность, поскольку, во-первых, хотелось, чтобы было очень много линий, чтобы каждый из наших чемпионов имел свою самодостаточную роль, чтобы за ними было интересно следить. Потому что, ну, если мы берем классический пример Кармен, да, то это вот этот любовный треугольник, и остальные просто как бы рядом. Но мы вывели ряд героев, и практически каждый из них катается абсолютно, это сольные партии, которые окутывают тебя вот этим ощущением, что ты оказался в каком-то испанском городе, и вся эта атмосфера. И это, конечно, самое сложное. Уже хореография, уже подборка, придумать вот эту декорацию было, и здесь нам очень помогла Нина Кабиашвили, наш художник, декоратор. Вообще, это большая команда, конечно. Я ее представляю, но над спектаклем работала более... наша команда более 15 человек, ну а вообще в спектакле занято порядка 70 артистов. Вы знаете, Илья, вот не знаю, как у наших телезрителей, у нас с Надей уже появилось желание пойти в кассу купить билет на ваш спектакль. И, Срочно. видимо, мы это в ближайшее время и сделаем. Разожжем лед, Да, к сожалению, времени у нас больше не осталось. С вами действительно можно общаться часами. И будем надеяться, что не последний раз вы находитесь в этой студии. Точно не приходите к нам в последний, гости. потому что у вас очень светлая студия. И вообще я очень люблю Минск, очень люблю Беларусь. Приезжайте И еще. светлые, И улыбчивые. привозите с собой ваших друзей фигуристов. Спасибо Мы будем большое. с большим удовольствием вас видеть в нашей студии. Всего вам хорошего и большое. счастливого пути. Спасибо. До свидания. Спасибо.